Да, Аркадий, вот как раз по поводу вот этих режимов в Центральной Азии и что Туркменистан отличается от своим особым деспотизмом, когда народ публично унижается на весь мир в лице руководства его коленопреклоненного состояния. Что об этом можно сказать? Режим туркменский я назвал феодально-персоналист и заложил его основы тот, кто повелел себя назвать Туркменбаши. Вы знаете, о ком я говорю. А был он всего лишь обезумевшим от ничем не ограниченной единоличной власти, внезапно свалившейся ему в руки с крахом СССР. И туркмены, как и во многих остальных осколках бывшей Советской империи, купились на посылы таких, как Туркменбаши, разрешив ему стать своим ханом. Его преемник Бердымухамедов, плоть от плоти своего патрона, его власть, которая свалилась ему нежданным, незаслуженным подарком, он готов защищать только силой и страхом, других способов он не знает. И люди свыклись с этим, стараясь играть по этим феодальным правилам, особенно не заморачиваясь, хотя в глубине души они презирают своего хана, и при любом повороте судьбы они сменят его на другого. Однако Бердымухамедов более предусмотрителен, чем Туркменбаши. Он пытается застраховаться от неожиданностей, случившихся с тем первым тираном, и подкладывает, как у нас говорят, соломку, чтобы не удариться больно. Он готовит сына Сердара и затем даже внука уже к будущему престолу. Более того, он не прочь выучить их целовать себе руку, не только самим себе, но уже и своим наследникам, изображая свою семью, спущенную туркменам, аж самим Аллахом, для царствования над ними. И только в руках самих туркмен изменить свою судьбу. Adan yolu, adan yolu, atlanalım.